Меня зовут Анна, я приехала из Одессы. Мы пересекли границу недалеко от Болграда, село Мирное, Тараклийский район. У нас здесь родственников нету, пытались найти каких-то друзей, не смогли. Обратились в волонтерский центр и нас направили в село Копчак, центр социальной помощи. Мы здесь переночевали, вот мы сейчас здесь находимся. Отличные условия, нас покормили, все есть, душ принять можно, телевизор, все, стиральная машина, кухня, все есть, все отлично, мы очень благодарны. Да, мы приехали вчера вечером в 8 вечера. Нас сразу же разместили, сразу же покормили. Мы переночевали, сегодня утром тоже нас покормили. Вот мы сейчас располагаемся, разбираем вещи, думаем, что делать дальше. Пока есть возможность пересечь границу, мы это решили сделать, чтобы потом не было поздно. К границе пропускают только женщин и детей, мужчин от 18 до 60 не пропускают. Мужчины привозят своих жен, они, кто не за рулем, они пешком пересекают границу. Здесь их встречают или родственники, или даже волонтеры, готовы встретить, привезти в место ночлега. По документам, то есть пропускают детей без загранпаспорта. Главное, чтобы было свидетельство о рождении, главное, чтобы техпаспорт был на автомобиль, на водителя или по доверенности, это обязательно. Пропускают животных без документов, пожилых, у кого нету загранпаспортов, главное, чтобы были внутренние документы. ПЦР-тесты тоже не требуют, по приезду можно заполнить форму и все сдать, все сделать. У нас многодетная семья, у нас 4 детей. Вчера вообще был такой период, не выпускали мужчин, и это трудно на самом деле. В общем, прошли мы сегодня, и что хочется сказать, что, в принципе, нас очень расположило то, что люди отзывчивые, и нам подсказали, что у вас есть возможность найти убежище, и мы здесь транзитом, но тем не менее нам очень приятно, что есть люди, которые отзываются и так добродушно встречают, располагают, кормят. Очень тяжело добирались, потому что пошли на одной таможне, там не пускали нас, не хотели пускать, потому что всю ночь не спали, было очень трудно. Пошли до одного человека, он нас приютил, это было на Украине в Тарутино, если знаете Тарутино. Пригласили нас, переночевали, а потом двинулись сюда я даже знаю, как сказать, что за Мирное, да, Мирное там не. На этой таможне как-то мы прошли, нас пропустили. Повезло, бо многодетных семей пускали с родителями. И так зять прошел, так и сын прошел. Были друзья наши, была немножко загвоздка, была немножко нервотрепка. Полдня, не полдня, а почти целый день ждали, пока их каким-то образом, по милости Божьей, пропустили. С маленьким ребенком грудным. И вот мы пришли сюда. Спасибо, здесь народ очень отзывчивый, никогда не думал. Ой, я с Сараты, мы с Сараты приехали, из Зари, Сараты и с Одессы, мы как-то сгруппировались, 5 машин. Вот, меня зовут Иван, фамилия Златов.
А дома все оставили? Дома все бросил, спасаю семью, спасаю внуков, потому что у меня много внуков. И детей я хочу и спасать, и чтобы они жили, потому что там разруха. Мы приехали из города Одессы, да, потому что, как вы знаете, что была вот у нас такая ситуация, которая поразила весь мир, то есть мы до сих пор вообще в себя не можем прийти. И от того, что вот стрельба, от того, что все это произошло, мы с детьми, значит, собрались и приехали через Молдавию, через границу в Молдавию, да, чтобы спасти как бы семью и обезопасить детей. 2 суток мы были на границе. И физически это, конечно, было тяжело, утомительно, но с друзьями, в общем, пересекли мы границу, и наши знакомые позвонили, что нас встретят. Мы немножечко напряглись в этом отношении. Почему? Потому что добро, но очень мало добра, когда оно бескорыстно, да, нас готовы встретить, и сразу мысли: чужая страна, где, куда отвезут, какая-то опасность. И, если честно, очень поражены. Поражены вообще, как правильно сказать, внешним видом, раз, человечностью людей, 2, бескорыстностью. То есть мы все ходим, что мы должны, сколько нужно оплатить и вообще, что от нас требуется. Ничего не требуется. Это вот шок. И вот это добро, как бы сказать на украинском, добро поедное, да? Добро з'едное. Поэтому я никому не желаю очутиться в этой ситуации, но я всем желаю протягивать руку помощи друг другу. То ли это социальный центр, как здесь, как объяснили, то ли это жилой дом, потому что вообще это сложно все объяснить. Огромное вообще человеческое спасибо. Мы поражены, мы такого как бы вот не встречали, не были в такой ситуации, но такого мы не встречали. Я вам желаю добра, мира, вообще всем нам, здоровья и вообще огромное вам спасибо.